Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблемах лезгинской молодежи. И сегодня с нами на эту тему пришли поговорить директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гиреев и Энвер Абдуллаев, представитель Союза лезгинской молодежи. Мы все знаем, что за молодежью будущее, и что мы в них сегодня вложим, то завтра и получим. Вот в этом контексте молодежная политика Союза лезгинской молодежи, молодежного департамента ФЛНК, какие задачи, какие цели они себе ставят и преследуют? Честно говоря, про молодежный департамент ФЛНК я ничего сказать не могу. Но у вас отдельная организация, да? Да. Тем лучше тогда расскажите о Союзе лезгинской молодежи. У нас скорее более патриотический клуб все-таки. Потому что у нас мы не проводим какие-то концерты, какие-то мероприятия. У нас более, как сказать, клуб единомышленников, если быть более правильным. В основном молодежь, которая желает знать свою историю, желает участвовать в будущем своего народа. У нас и не только лезгины, есть и немалое количество ребят, и агульцев, и табасаранцев. В основном считаем своей задачей, чтобы не молодежь, которые в будущем будут и работодателями, в будущем будут и, дай бог, довольно известными личностями, которые смогут в дальнейшем продвигать и свои народы, свои эти как на международную политическую арену, международную социальную арену. Чтобы эти люди не отрывались от своей культуры, от своей истории, потому что у нас и как история, так и культура довольно богатые своим. Поэтому нужно, чтобы вся молодежь, и лезгинская, и агульская, и табасаранская, чтобы они все были в ключе своей нации. Это получается как центр, генерирующий идеи, да, общелезгинские идеи. Да, правильно. У вас только как клуб она существует или как общественная организация? Скорее как клуб. Не зарегистрированная, да? Нет. Это значит на добровольных началах, да? Да. Но мы где-то с 2007 года начали объединяться. Тогда как раз были первые призывы, когда еще не было, в информационное поле было абсолютно пустым. То есть о лезгинах, тем более о лезгинских народах, в интернете, даже в плане какой-то литературно-печатной, не было абсолютно ничего. Просто было пустое пространство абсолютно. Мы как-то пытались, искали и материалы, и книги, и каких-то личностей, которые могут нам рассказать что-то по нашей истории, про наше современное положение. И добивались этого. У нас довольно быстро разрасталось. Потому что если на начале нас было там 2, 3, 4 человека, которые, как сказать, пытались... Инициаторы. Да. А в дальнейшем уже разрасталось буквально как... Как вы осуществляете связь между членами этого клуба? Мы чаще встречаемся между собой. Непосредственно встречи, да? Да, в основном в Москве. А в других городах ребята тоже, последнее время, как мода, что ли, пошла, хорошая мода. Уже в Санкт-Петербурге, в Тюмени, во многих других городах ребята сами. Есть в Тюменской области, там есть организации, которые есть, такие как Вагиф Керимов, которые сами создают клубы, сами генерируют молодежь, собирают ее. А во многих других городах молодежь она сама организуется. Вот в Питере, к примеру, ребята сами собрались и открыли спортивный клуб. Просто сами сбросили, и собираются там. Известно, что особенно из народов лезгинской группы, собственно, лезгины организовали уже, и некоторые даже зарегистрировали, и другие какие-то общественные организации создают другие клубы. Взаимодействие между вашим клубом и этими организациями или клубами есть такое? Постоянно. С тем же самым, скажем, в ФЛНК мы постоянно сотрудничаем. То есть, если какие-то мероприятия, мы присутствуем, если нужна какую-то организационную помощь оказываем. В том смысле, что там стул принеси, этот понеси. Обычно это помощь, которую можем, посильная для нас. Организационные. И также и московские лезгинные организации, другие организации, мы, то есть не разделяем какое-то внутреннее эти склоки, для нас неинтересно.
Для нас главное, чтобы как-то, чтобы хоть какая-то работа была. Ну вот форма вашей работы, в чем она проявляется? Какие-то акции вы проводите, какие-то там Но плановые мероприятия проводите? мероприятия эти все же далеки. Мы скорее больше внутри своего клуба больше работаем, потому что как-то разносить это все не получается, и как-то нужды в этом нету. Потому что большая часть, она, скажем, отношения немного антипатичные. Потому что сразу же тянут в националистическую эту идеологию, говорят, что вот националисты, вот этот. Многие, и как-то, тем более другие народы, многие начинают говорить там друзья оттуда, не хотят как бы. Поэтому мы в своем клубе, причем команда довольно большая, команда довольно организованная, и как-то все это портить, эту работу, вливаясь в какие-то непонятные схемы, не хочется. Вот одной из таких общественных организаций лезгинского народа, не только лезгинского, но и лезгиноязычных народов, вот в последние годы стала ФЛНК, Федеральная культурная лезгинская автономия, которая представляет интересы всех народов лезгинской группы. И в числе этих интересов они представляют, естественно, и молодежные какие-то интересы тоже. Есть департамент молодежи, структура такая, подструктура. Вот. Как бы, почему бы вам не объединиться с ними? Вот тоже схожие цели, схожие запросы. Вот. Но когда работаешь внутри какой-то организации, все же есть ограничения. Вот, скажем, ФЛНК ограничена законом о федерально-культурных автономиях национальных. Они не могут за рамки закона выходить. То есть, скажем, участвовать в каких-то политических акциях, участвовать в каких-то, я не знаю, то же самое молодежи, она не может, скажем, выходить за рамки тех же самых культурно-национальных каких-то мероприятий. Вы имеете в виду рамки закона о культурных автономиях? Да. И поэтому как-то ограниченность, она тоже влияет. И мы поэтому и не стали регистрировать изначально организацию, потому что деятельность сразу ограничивается законами. Мы, скажем, в том же плане не можем работать с огромным количеством, ну, если национальная культурная автономия, она не может работать с огромным количеством международных организаций, потому что сразу идет политизация, сразу идет конфликт интересов. А для нас нет никаких рамок. Мы, как сказать, в плане набора сил мы можем работать и с кем угодно фактически. Но вы сохраняете свободу действия в большей степени. Да. Понятно. Разумно и оправданно. Вот наш друг, товарищ Руслан Гиреев тоже занимается полезным делом. Да, занимается, во всяком случае, всегда проявляет себя как заинтересованное лицо в решении проблем лезгиноязычных народов, в том числе и молодежи. Вот недавно он был и в Грузии был, и буквально на днях приехал из Грузии. Нам очень интересно, как там решаются вопросы, связанные с молодежью, и вообще какова там ситуация сегодня. Очень перспективный город. Динамика очень мощная. Работают все целенаправленно, продвигают идеи, которые приносят какой-то позитив. И в этом благо я вижу. Так, что касается данного форума, это было сообщество людей, которые до этого времени ассоциировали себя как виртуальное сообщество, проявили желание, встретились, самоорганизовались, и выросло такое, скажем, интеллектуальный клуб или там место встречи. Может, возможно, в следующий раз мы это проведем в Махачкале или в каком-то другом субъекте Северного Кавказа. Я что хочу здесь сказать, Гаджи? У нас любое сообщество людей, которые хоть как-то ориентировано на сохранение своего багажа культуры, да, которые заинтересованы в его развитии и приносят какой-то позитив, это надо приветствовать. Любой союз в этом плане, оно нам на сегодняшний день необходимо. Что касается по Дагестану, да, по Южному Дагестану, сегодня мы альтернативных проектов, за исключением религиозной политики, давать просто не в силах. Нету такого, к большому сожалению, да. И в отсутствии вот этого информационного поля люди, да, молодежь, она
самокооперируется, вливается, создается община и посредством религиозной мысли реализует свои культурные и этнокультурные потребности. Вот чтобы как-то развивать, сохранить саму идентификацию нашу, нам надо предложить альтернативные проекты. А для этого нужен диалог. Без этого диалога выстраивать какую-то политику невозможно. Да и никто не позволит тоже. Тем более в таком субъекте, как Республика Дагестан, где уже десятилетиями ситуация очень напряженная, и решение его хотя бы на уровне соседних республик, которые в этом плане от нас оторвались, мы даже в ближайшей перспективе не видим. Это надо признать. И в этой связи нам от государства не нужно ждать большого чуда. Мы сами должны взять свою судьбу в свои руки. Сами должны подключить предпринимательство, сами должны подключить интеллигенцию, издавать публицистику, реализовывать проекты, составлять, продвигать. В общем, максимально действовать в рамках своих интересов. Вот этот призыв, я думаю, он должен быть услышан, и в этих рамках нам полезны абсолютно любые сообщества людей, в том числе и данный союз лезгинской молодежи, который в своих рамках такую работу уже проводит. И причем одним из первых она начала это делать. Почему бы не продолжить его здесь, в субъектах других? Я еще вернусь к вашей поездке в Чеченскую республику, но сейчас хочу обратиться к Энверу. Вот помимо самих каких-то лезгинских организаций или клубов, или каких-то других структур, вот вы с представителями или аналогичными организациями или клубами других, представляющих другие национальности, вот у вас есть связь, вы общаетесь, есть такое? Ну, чаще всего как раз благодаря московским организациям и ФЛНК, и московские лезгины, как-то удавалось постоянно встречаться с разными общинами, причем и не только с кавказскими, но и разными, там на мероприятиях, как правило, присутствуют представители чуть не со всего мира. Было интересно, потому что есть организации, которые действительно проводят крайне успешную работу. И причем без каких-либо серьезных затрат или без каких-либо серьезных последствий. Абсолютно грамотная работа. И, конечно, нужно учиться опыту, нужно с ними общаться, развивать какие-то отношения. Но если говорить честно, за вот эту поездку последнюю я убедился лишь в одном, приехав в Дагестан. Уже непосредственно работаю, какую-то небольшую работу проведя тут, пообщавшись с людьми, стало очевидным, что в реале в Дагестане с молодежью не работает абсолютно никто. То есть она фактически брошена на собственное попечение. Кризис полный. То есть и в действительности людям деваться некуда как такового. Тем более каким-то небольшим национальностям, тем более южным, тем более лезгинам, еще хуже в отношении алгуйцев, рутульцев. У нас хотя бы, если есть собственная литература, то в алгуйских школах и рутульских школах нету даже элементарных книг на собственном языке. Это правда, да. И та же самая история, как преподается, я был поражен, когда узнал, что в учебниках дагестанской истории тот же самый наш Хаджи Дауд преподается как разбойник и грабитель. Это наследие советских времен, доставшее нам. Но ведь остальную-то часть они почистили, те, кто это учебники издавали. Насчет исторических книг, вот недавно был разговор, даже специальное заседание было посвящено Министерству образования именно по этому вопросу. И было принято решение, что будет готовить новую книгу. Вот именно исходя из того, что там многие вещи, вот как ты говоришь, отражает неверно. Вот такое тоже есть информация. Вот в контексте перенятия опыта Руслан Курбанов, представитель федеральной культурной автономии, ездил в Карачаево-Черкесию, и он очень много интересных вещей он оттуда привез, которые там практикует, там переводы, скажем, мультиков на родные языки, популярных мультиков, издание каких-то детских иллюстрированных журналов и так далее, и так далее. Вот в связи с вашей поездкой в Чечню, там как вообще, там есть такие вот
Не, у нас... Наработки в этом направлении вообще по сохранению языка, У них, да, чеченцев. у них эта работа более систематизирована и больше расходов делается республикой официально на эту работу. Поэтому, то есть государство подкушает. конечно, поэтому обратная сторона у них более развита, чем у нас. Вот. Что касается того, что вы сказали, мультипликационные фильмы, издания. То это примеры одни Я из, понял, да, эти работы у нас тоже делаются, просто масштабы не те. Это всего лишь один сегмент, это же должно в комплексе в каком-то охватываться, да. Но сегодня мы не можем четко вот сказать, что нужно молодежи Южного Дагестана, если мы конкретно будем говорить. Нету никаких исследований, никакой работы, да. Все говорят, вот радикалы, вот эти и так далее, расколы и прочее. Ну, это направление, в котором тоже мы должны работать, развиваться путем возрожденчества и просвещения. Другого пути нам не дано. Но с другой стороны, если мы этот религиозный фактор сейчас отодвинем, а что мы можем предложить? Мы же ничего не можем предложить. Вот чтобы предложить что-то, нам и нужно аналогичные мероприятия, которые сегодня в соседних республиках проводятся, проводить тоже здесь, перенимать этот опыт. Где-то это большой потенциал, где-то наиболее мелкий, поэтому нельзя так рассматривать, ждать, так сказать, мгновенной отдачи. Да? Это работа, ориентированная на годы и десятилетия. Да. К сожалению, сегодня наша республика в этом плане ничего не делает и вряд ли сделает, потому что при всем потенциале, я имею в виду потенциале интеллигенции, ученых, там, кандидатов и прочих деятелей, а реальной возможности написания каких-то трудов, ориентированных на широкого читателя, нету. Вот, Руслан, вы директор Центра исламских исследований. Да. Кому не как вам знать ситуацию в этой области, имеется в виду в области радикализации с одной стороны дагестанской молодежи, с другой стороны маргинализации. Вот исламские какие-то, исламская доктрина, что, если уж, можно ли сказать, что вот исламская доктрина предлагает для молодежи какие-нибудь такие идеи, проекты, за которые можно было держаться, вот, имеется в виду, за исключением вот этого радикальных каких-то представлений? На сегодняшний день, кроме самой ритуальной части ислама, никаких проектов тоже нет. Но это обязанность. И с этой стороны тоже ничего. Да, это обязанность, которую выполняет каждый мусульманин, тем более молодой, который больше старается углубиться в это. Вот. Но у нас заявляются каждый год гранты, различные конкурсы. Эти, как правило, они ориентированы больше на возрождение культовых объектов, на реставрацию, там, на строительство мечети, а непосредственно на саму паству, кроме проповедей имама мечети, сегодня ничего нету. И эти проповеди тоже бывают не всегда качественные, да? Они не соответствуют нормам. Я не говорю в большом аспекте, но, как правило, особенно в горных и сельских наших районах, проповедь оставляет желать лучшего. Качества нету. Хотя сегодня образованной молодежи в религиозном поле очень много. Проблема у нас в правовом аспекте регистрации самих этих культовых сооружений, в организации, механизме отбора служителей этого культа. Вот эти все проблематичные вопросы, которые сегодня требуют решения. Да, сегодня проще где-то имама назначить, нежели его выберет местный джамат. Хотя требования как раз таки за последним. Но это реалии нашей республики, поэтому углубляться в это нам не стоит. Я скажу, что в рамках религиозных проектов образовательных, они, слава богу, сегодня существуют, но в большинстве своем они тоже ориентированы
именно на саудийское направление и на персидские страны, в частности Иран, да. Хотя огромный потенциал у нас в Турции, в европейских странах. В Германии уже сформировалась довольно мощная исламская школа, которая могла бы тоже пронести с элементами, так сказать, европейских взглядов. Да, она была бы очень полезна и очень кстати. Но кто-то называет это джадидизмом современным, там, кто-то говорит это евроислам, кто-то, различная терминология, а суть все же. И я бы хотел сказать, что такой радикализации, как, скажем, лет 5 назад, сегодня нету. Все-таки к оружию у нас призывают всего лишь 1,5–2% людей. Остальные – это радикализм в отношении самого себя, в первую очередь. И во-вторых, сегодня религиозная молодежь, она действительно очень образована, в нее пополняется все больше там кандидатов, аспирантов, там, докторантов и прочие, которые непосредственно являются примером для остальной молодежи. Вот, и это выводит наше религиозное поле на совершенно иную планку. Это радует, конечно. Вот вопрос к Энверу. Вот религиозный компонент вашей организации как-то предусматривается? Нет, на это мы не смотрим. Это... Да, это для нас не является каким-то обязательным, потому что есть для нас главное все же наше национальное. Не смотрим ни на религию, ни на какие-то политические взгляды людей. Если человек хочет знать историю, если человек стремится к воссозданию какого-то лезгинского образования, как объединения лезгинских народов, восстановления, грубо говоря, государственности, если уж совсем так говорить, то добро пожаловать. Каких бы взглядов человек ни был. То, что сейчас говорят, вот повальная арабизация, так, районов нашей республики, но в то же время ислам не запрещает быть лезгином, табасаранцем, агульцем. Вот наоборот, он приветствует, но при этом требования, которые со стороны арабского языка, там, Корана, Сунны, это, конечно, не отменяется, это надо изучать, это надо постигать. Проблема в том, что при детальном изучении арабской культуры, речи, языка наш молодой человек теряет свое. Как это, вот этот пробел, да, найти какой-то... Как сохранить этот баланс, да, вот проблема в этом. И тот, и не потерять то, что есть, тоже понятно, да. И ваши пожелания нашей молодежи, нашим народам... Понятно, что мы переживаем не очень такие легкие времена, но и нельзя, наверное, сказать, что и очень тяжелые тоже. Вот когда человека, люди, народы осознают свои какие-то, свое положение, свои какие-то проблемы, это уже, считай, процентов на половину, уже вопросы уже как-то само собой решены. Остается уже остальное 50% решит. Вот в этом контексте что вы пожелаете? Согласен. Но вот эта проблемность, в котором наш народ проживает, она, к счастью, дает мощный импульс для развития нашего самосознания. Вот этносознание, оно сегодня качественно выше, чем, допустим, 10 лет назад. Да. Этим никто не спорит. Каждый стремится возродить свое, там, написать что-то, увековечить и так далее. Я думаю, вот этого ритма, вот этой направленности дороги, который нам вот эта ситуация посредством влияния вот этих региональных, федеральных и прочих проблем как-то дано, главное не потерять и двигаться в этом направлении очень уверенно. Я думаю, в остальном все будет прекрасно. Спасибо. Мы действительно вот за последние годы национальное какое-то самосознание действительно серьезно поднялось, и действительно сейчас не нужно терять настрой и стремиться только к конечной цели. И уже больше не стесняться уже говорить о своем народе, о каких-то своих особенностях национальных и стремиться к диалогу. Гордиться надо этим. Ну что ж, спасибо. Благодарю, что вы нашли время и силы прийти. Вам спасибо. Поговорить на наши злободневные вопросы.
Вам большое спасибо, Гаджи. Это продуктивная работа. Мы его должны обязательно в этом же ключе продолжить. Так, еще один момент хотел бы. Именно сейчас, вот вы же знаете, что в интернет-среде, в информационном поле очень много людей, которые работают на то, чтобы наше сближение, оно все было, отдалялось и так далее. Мы должны противостоять всему этому, работать, объединяться, шире смотреть и вместе созидать и решать наши проблемы. Кроме нас это никто не сделает. Да. Спасибо вам. Спасибо.